она решила взять ребенка. У нас тогда все в семье было прекрасно. У меня росла моя дочь, училась на отлично. Они взяли эту девочку, назвали ее Анифея, ей было 3 дня. И когда они приезжали ко мне в гости с этим ребенком, я очень люблю маленьких детей. Я, имея своего ребенка, я не могла поцеловать вот этого 3-месячного ребенка от того, у меня была такая брезгливость, думаю, фу, кто ее мог родить? Алкашка, бросить. И вот, я сама лично, я никогда в жизни не собиралась брать детей и не думала, и даже в мыслях не было. Видимо, так Аллах распорядился, что вот... Анайка, Бабай, Эдем, это старший, Арсен, Зера и я. Вот. Если нам говорят насчет какого-то конкурса, то мы стараемся, конечно, подойти к этому серьезно. Раз участвуем, да, мы и репетиции у нас, и готовимся, и все наши подделки специально шьем. И видите, наши труды прошли не зря. В России занять 1 место, это тоже, я думаю, большого стоит. Как я говорю деткам, даже если они где-то и участвуют, это ваше развитие, это в дальнейшем, может быть, вы в этой сфере себя можете попробовать. Как мы начинали, Эдем мне помогал, Зарема с Зерой тоже, где муку просеет, где Арсен у нас кексы вообще, он у нас спец по кексам, да. Зера у меня очень хорошо тесто катает. Заремочка, если что-то надо, форму какую-то красивую, это к нашему дизайнеру, это к Зареме. Она у нас умничка. Там на понедельник, вот это магазин «Жидер», тут у нас в центре, пищевой, забыла фамилию. Настенька, его сейчас нет дома. Он будет, буквально, наверное, через полчасика. Я на мезалдах всегда говорила: «Кызым, кто на меня?» Я никогда в жизни, у меня не было мысли взять детей, никогда, сидя возле ее могилки, всегда говорю: «Кызым, я никогда в жизни больше не услышу этого заветного слова «мама». Никогда. Это было очень страшно. И когда мы их привезли, а мне Эдем говорит: «А вы нам кто?» Эдему было 9 лет, Зарема с Арсеном 3-4 там. Я говорю: «Я ваша Анайка». И с первой минуты вот эти слова, когда они говорили, у меня каждый раз, естественно, потом я уже привыкла, я уже, первую, наверное, неделю, когда я слышала Анай, у меня здесь на сердце ёкало, это очень большое стоит. Это... И родители, которые сомневаются, которые хотят взять деток, когда этот ребеночек скажет слово «мама», это... И спросят, скажи, прокуратура приехала. Да. Много напекли. Давай тут тоже. Был кто вас не поддержал за ваш это? Не было. Именно друзья, близкие? Не поддержал? Не поддержал. Зачем вам это? Нет. Было так, в шутку: «Ой, Диля, ты чё, как это?» Так было, чтоб так серьезно не было такого. Не было. Да, они ситуацию же знали нашу, и как это? У меня и друзья такие хорошие, что они не могут такого сказать. Как они мне могут сказать? Они хоть, я не представляю, не знаю, не было. Самое большое горе в жизни – это похоронить своего ребенка. Вырастить до 14 лет
Нигде ничего не болело, никаких вообще ни предрассудков, какие-то планы были, какие-то... И за 5 минут, когда она мне говорит, болит голова, это была пятница, джума намаз. Мужа отец собирался на джума намаз, мы были с рынка тоже, подъезжали уже, потому что муж ходит тоже. И за 5 минут мы приехали, уже все, уже сосуд лопнул, и... Председатель Охотского сельсовета, этот Аркен, детское отделение Аркен, ну, решили этих и думали, куда отдать. Детский приют, там, интернат. Старшему 9 лет было. А Зерага, не помню, года 4, что ли, было. Тут слышит, родственница приезжает к нам, ну, слышит, что у нас в больнице детей этот самый. И говорит, Ляля, пойдем посмотришь. Если что, говорит, мы 2 заберем, а 2 вы возьмете, да? Ну, как бы это. Тут мне жена звонит. Ага, во сколько приедешь? А что случилось? Вот так, говорит, вот там детей. Сейчас приеду, говорю. Раз приехал, что? Вот Айше приезжала, то-то, 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 там детей хочет забрать, там 2. Что будем делать? Я приезжаю, к этим детям, в магазин заехали, конфеты, баллы, что они же, я не знаю, как тараканы, да, вот так напали. Зера грязная, рыжая такая, памперсы эти медсестры где-то нашли, одели ей. Ни трусов, ничего нету. Я говорю, все, забираем их. Какой дели там у балларный, это же не собака, блин, раз там щенка-то отдал. Все, забираем его. И вот забрали. А что там, знакомых много, блин, этот под расписку. Как вы будете смотреть, документы. С администрации тоже позвонила. Да, забирайте, мы вас знаем. Я алды хорошо балларный. И Ляля начала там зерить то волосы, то прическу, то еще к нам вещи покупать детские, одевать, мобивать. Отвлекаться начала, да, она? И опять смысл жизни, да, появился у нее, понимаешь? Я там мужчина, да, мне тяжело, я раз вышел там с другом, ушел туда, сюда, а пока кишиге тяжело тоже, да, блин. Я смотрю на нее, все, говорю, раздавай винный, там мебель, пианино, ладно. Такие семьи, если, говорю, посмотри, отдай. Отдали. А почему вы решили отдать? Ну, не сохранить. Я не мог в ту комнату заходить. Понимаешь? Я сказал, фотографии, все, ничего, чтобы не было, да, ее. Да. Телефоны, все отдай, чтобы я не видел ее вещи. Я заходил, так, ну, напоминает, да, ну, все такое. А уже неприятное напоминание, воспоминание же. Было приятно, а замуж отдал, что-то остался, а казумакайга чықты, нормально, ну, живет туда-сюда. А то увидишь, и... Короче, вот так. Вот эти дети появились, вот смысл жизни, да, появилось. Старание, потом, а что будем делать, да, балларын. Надо какую-то тему раскрутить, блин. Потом раз выпечку. А вот тут поставим. Поставили в прицеп, такой вагончик на колесах. Начали туда пихти. Одни приехали, привезите нам в магазин. Давай в магазин. Гараж должен был быть. Давай цех сделаем. 1 магазин, 2, 3, там карифаны начали, привези нам, привези туда. И пошло-поехало, да, вот так. Вот этот кекс, Арсен наш пацан может сделать, вот этот кекс. Эдем у нас старший вообще, он как рожденный повар, да? Когда я ездила на «Жигулях», мне никто не завидовал, вы знаете? И когда я сама жарила пирожки, я ложилась в 12 ночи, замешаю тесто, за 2 часа оно поднималось, 2 ночи я вставала и до 6 утра я жарила. Тогда мне никто не завидовал, и никто не было этих. А сейчас все думают, крутая. Я сама знаю, как я добилась всего этого. А раньше, когда я еще не ездила на машине, там у меня скутер был. Куда-нибудь так выехать. Муж ездил за рулем, а мне не давал. И вот купила я себе скутер, и дува куда-нибудь, я бабая вперед посажу. И вот эти люди, которые у нас в селе живут, ну, наши друзья тоже, они держат магазины большие, ну, такие крутые люди. И они мне говорят, Диляра, тогда, говорит, мы тобой восхищались, говорит, тебе это было незаметно, но то, что ты
старика, говорит, этого посадишь вперед на скутер, говорит, везешь, говорит, и вот он в дом заходил, я там ему обувь поправлю. Это, он говорит, для тебя это мелочи жизни были, но это, говорит, до такой степени все замечали, говорит, со стороны, что ты, говорит, ну, прошло вот 6 лет будет, 22 декабря. Я же говорю, я к Эльвине хожу на мезарлах, постоянно иду, бабай, вас так не хватает, вас так это... Да, включай. А тут есть ложка? Я не знала. Ой. Варим. А вы знаете таких, у которых свои дети есть, и они еще взяли? Ну, есть которые как сказать, детский дом, который сделали, а так, чтобы взять чисто как бы как своих детей, как свои, чтобы были, таких нет. Нет такого. Я всегда считала, пусть у меня будет один ребенок, но чтобы он был образованный, умный, и чтобы я сама в семье одна. У меня мама одна в семье. И я никогда и не хотела больше детей. Я думала, пусть будет один, но я дам этому ребенку все. Я же говорю, она у меня экстерном за 6 лет закончила музыкальную школу по фортепиано. Отлично мы закончили. Она у меня в волейбол играла тоже в школе. Ну, она у меня вышивала, она у меня на золотую нить ходила. Я думала, пусть будет один, но я вложу в нее все, что могу. А оказывается, вы знаете, вот сейчас их 4, и я сейчас в этих 4 тоже могу вкладывать все то же самое, да, что и в одного ребенка. Да. Ну, оказывается, вот как мне муж сказал, когда деток мы привезли домой, первые мои слова были, я говорю, Фат, что мы натворили? Мы их взяли за полчаса, а уже когда приехали домой, я увидела вот эту ситуацию. Я потом только осознала, что... А он мне, вот его золотые слова, именно эти дети вернут к тебе жизни. Ну, в тебе... Ты, говорит, сильная, ты справишься, и именно они, вот этот год, то, что я провела, это просто непередаваемо. Это... Я понимала, что я схожу с ума потихонечку, но старалась этого не показывать, наверное. И вот сейчас тоже вот люди, которые меня видят, они мне говорят, Диляр, ты такая счастливая, на тебя посмотришь, ты всегда улыбаешься, у тебя, тебе плохо, но ты улыбаешься. Зачем я буду показывать свое горе кому-то? Вот смотри, вот у них выходных вообще нету этих детей. Суббота, воскресенье, вот они так учатся, да, идут там английский, там туда-сюда, да. Суббота, воскресенье, танцевальный, хор, потом вот этот визажист, мизажист. Балалар, я жене иногда говорю, балалар, теран дамалсыңдар, балалар, говорю, ты что, говорю, балалар, утром встали, давайте позавтракайте, туда-сюда, танцевали. Я вот в 10 часов повез, в 3-4 их привожу. Я говорю, пусть отдохнут, суббота, воскресенье, балалар, нету такого. У нас в Крыму очень много семей, особенно крымско-татарских, которые хотели бы взять ребеночка, но где-то что-то их останавливает, где-то, может быть, боятся, может быть, взять маленького грудного ребенка это очень тяжело. Во-первых, это надо к этому подготовиться. И вот буквально на днях ко мне обратились люди, попросили моей помощи, увидев сюжет про нашу семью, как это у нас все произошло, и просят помочь рассказать, как мы все эти этапы прошли. И вот сейчас я хочу этим заняться и помочь, чтобы эти люди тоже обрели семью. И поверьте мне, этот ребенок, он для них будет самым родным, самым дорогим. До этого случая, пока вот со мной эта история не произошла, я тоже думала, как можно полюбить чужого ребенка, которого бросила мать. Естественно, нормальная мать никогда в жизни не бросит ребенка.
И я думала так же, как все люди, которые нас окружают, что невозможно полюбить ребенка со стороны. Сейчас у меня их 4, они для меня самые родные, самые дорогие и самые, я же говорю, я живу для них, для своей семьи, для мужа, для мамы и для вот этих 4 моих дорогих и родных деток. Вот это дерево мы всей семьей делали его. Это самое первое дерево. Тут вот даже видно переход. Анайка начинала со своей дочкой Эльвиной. Вот. А дальше уже я с ней дошивали. А это она тебя попросила сделать? Нет. Я увидела, и я говорю, может, доделаем. Недоделанная лежит. И она согласилась? Да. Показала, как вышивать. Там видно. Вот это, можно сказать, одна из первых наших работ совместных с Заремочкой. Этим еще вышиванием, крестиком, тогда это было очень модно, когда моя девочка была жива, занималась я со своим ребенком, со своей доченькой. И мы ее, получается, не доделали и не дошили. Естественно, руки не лежали ни к чему, и я ее так запросила. А раз что-то начали, надо, я думаю, доделать до конца. И мы вот за Ремочкой взяли ее. Чуть-чуть, правда, не получалось у нас сначала. Чуть цвета не могли подобрать. И вот у нас вот тут вот такой небольшой переход видно. И теперь получается, что моя дочка, кстати, она, Зарема, очень и похожа на Эльвину, на мою девочку, и похожа на меня. Сначала я даже боялась этого. Боялась найти в Зареме то, что такая, как мне запомнилась Эльвина. Вот Зарема спала, у нее тоже мы ей отрастили волосики, и у Эльвины был такой же цвет волос, такой же волнистые волосы. И я, когда вот Зарема спала, я часто ложилась и гладила ее по этим волосам и думала, что мне Аллах, наверное, вернул моего ребенка. И в то же время я очень боялась любить этих детей. Почему боялась? Потому что Эльвину свою, как любой родитель, я ее боготворила. Она для меня, было все. И я почему-то думала, что если полюблю этих детей так же сильно, что... И Зарема у меня была больная девочка с таким диагнозом. И очень боялась, что она тоже может умереть. И сама от себя отталкивала ту мысль, что я не буду их любить так же сильно, потому что почему-то Бог забрал у меня самое дорогое в этой жизни. И все со стороны, да, Хазым? Иди ко мне. И все со стороны тоже говорили, что Заремочка, чем больше она росла, тем больше она становилась на меня похожа. И, да, Хазым? Угу. И многие говорят, иди сюда. Сера. Кем она? Плачет. Про меня говорят. Про нее же не говорят, я не обнимаю. Все было, все. Я про Эльвину начала говорить. Все, моя умница, все. Я же вам всегда говорю, это ваша сестра, Казым. Да, была? Да, моя умница? Мы вот на Мезарлых ездим все вместе. Я их подготавливаю, что Анайка тоже не вечная. Когда Анайка умрет, надо будет на Мезарлых приходить, убирать ее, да? Да. И надо за сестрой тоже, да, за Эльвиной всегда смотреть, чтобы там было всегда чисто, да, было? Буквально за последний месяц написала столько народу, которые, оказывается, так же, как я, хотели бы взять деток, но их что-то останавливает, пугает в этой жизни. Поверьте мне, эти детки будут для вас самыми родными, и буквально с первой минуты, да, где-то будет падение, где-то будет подъем, не всегда белая полоса, не всегда все идеально, что я их взяла, и я вот радуюсь прям каждый день. Нет, так же, как и с биологическими детьми. У них свои проблемы, пока они растут, пока они... Но не пожалела ни одного дня за 10 лет, что они появились, они меня вернули к жизни, решая вот их проблемы, развивая их, живя с ними, проживая все их, как говорится, и положительные, и отрицательные эмоции.
живем, радуемся. И берите детей, и они чужие только до тех пор, пока вы их знаете со стороны. Как они пришли к вам в дом, это будут ваши любимые, самые родные дети, за которых я пока буду жить на этом свете, я буду бороться до последнего. Мы их привезли, а мне это говорит: а вы нам кто? Я ваша Анайка.